Ну, напомнили, что да, ты герой, но как бы подкачала биография. Надо, вот, в 1953 году мнение «надо», высказанное в соответствующих органах, было очень убедительным. Так семья стала Орловыми. В 2008 году я восстановил родовую фамилию. Вы знаете, я вообще не чувствую себя иностранцем, приехавшим в чужую страну. Я приезжаю домой. И соответствующие впечатления. Да, конечно же, и детские воспоминания. Я учился здесь в 2 школах. Сейчас эти школы основательно изменились. Моя семья здесь жила очень давно. И мы с отцом заканчивали одну и ту же школу. Тогда она называлась Горская, при мне она называлась 10-я школа, знаменитая школа в городе Сухуми. Так что вспомнить есть о чем. Ахуа, столица Абхазии. Мы жили во времена очень скромного быта. Это послевоенные годы. Было тяжело. Но было чувство, напоминающее чувство начала 90-х годов, конца века. И тогда, и в 90-х годах была получена победа ценой огромных жертв. И вот это чувство радости, чувство гордости, чувство победителей, оно как-то связывает вот у меня в памяти и 50-е, 40-е, 50-е годы, когда я был совсем мальчишкой, с Сашкой Кречмер, потом Сашкой Орловым. А в 90-х годах, это все на наших глазах, тут мне не надо никому напоминать, серьезные демографические изменения, серьезные социальные изменения. Это надо пережить или очень долго объяснять. Но вот жизнь была такая, какая она была. Все эти десятилетия, 50-е, 60-е, 70-е, это периоды разного развития Абхазии и Сухума. Ну и в этом городе не только учился, и я работал, и не просто работал. Мне довелось быть одним из руководителей Сухума, строить его, существенно расширять его. На моих глазах и практически моими руками построена Личкопская плата, к примеру. Было определяющим, конечно, радушие. Не скрою, это исторический факт, что было определяющим и то, что многие лидеры страны знали хорошо, происходили отсюда, могли контролировать ситуацию. Я приведу один пример. Об этом мало кто помнит, даже историки, что первый визит нейтрального государства после войны, это была королева Непала, как сейчас помню, проходил в Сухуми. И мы здесь, вот, высыпав на улицу, детвора смотрели, как проезжала иностранная машина, привезенная на корабле. И сидела женщина, такая вся внешность, которая была не похожа на все то, что мы видели. Это пример значения Сухума. И еще в памяти осталось 60-е годы, когда жители заштатного, маленького, грязного Сочи, то ли городка, то ли деревушки, так нам завидовали.
Завидовали и с севера соседи, и с юга соседи, которым было до Сухума далеко. Это был маленький, но очень аккуратный город и очень дружелюбный. Семья как здесь очутилась? После революции, люди были известные, бабушки заканчивали институт благородных девиц, дедушки тоже имели высокие должности. Один дед – это герой Первой мировой войны, полковник, затем один из героев Белого движения. В 1937-м нашли, похоронен после расстрела на Лубянке. Да, семья все это знала, молчала, но таких было много. Буквально рядом с нами, в бедности, жил и умер на наших глазах наш дальний родственник, кавалергард из личной сотни последнего русского царя. Умер от нищеты, от болезни. Мы его, как могли, наша семья сама жила тяжело, но поддерживала. Было очень много таких, которые бежали сюда. Здесь была очень своеобразная обстановка. Все знали. Лакоба хорошо знал моего деда. Дед был архитектором, был главным архитектором в том Совете министров. И он руководил, в частности, строительством Дома правительства. У меня сохранились планы, фотографии, свои книги, я привел там это. Это уникальное свидетельство. Это говорит о доверии. Потому что Нестор Аполлонович смотрел в корень, он не смотрел на биографию. Возможно, там спецорганы подсказывали кое-что. Вас как бы не попрекали в белой в кругу своих? Меня нет, но отца поставили перед выбором или защита кандидатской диссертации, а тогда, в 50-х годах, в 53-м году, кандидатская диссертация – это было событие в жизни человека. Докторов наук вообще можно было пересчитать, в сотни, наверное, не больше на всю страну. Поставили перед выбором, что он герой войны. Не просто герой. Он пошел добровольцем сразу после окончания института и попал в ныне совершенно легендарное войсковое соединение Омсбон, сокращенно так назывался, спецназ. Спецназ был создан в 1941 году в июне. Я в архиве нашел его заявление с просьбой принять в качестве дополнительного повода, он написал, что он хорошо ездит на велосипеде. И он вообще кандидат в мастера спорта. Затем он был мастером спорта. Собрали таких лучших спортсменов страны, нелегальных разведчиков. Это было где-то 1500 человек. Это было специальное воинское подразделение, подчиненное непосредственно руководству, Генштабу. Отец прошел всю войну, остался живым. То, что он потом рассказывал, совершенно легендарные вещи, потому что он работал за линией фронта. Он был замполитом в так называемых партизанских отрядах. Это все был спецназ. Никаких сначала партизан не было. Он был при взятии Тегерана. Был в числе тех, кто готовил знаменитую встречу в Тегеране. Ему напомнили, что да, ты герой, но как бы подкачала биография. Надо, в 1953 году мнение «надо», высказанное в соответствующих органах, было очень убедительным. Так семья стала Орловыми. В 2008 году я восстановил родовую фамилию.
Это был род тевтонских рыцарей, Тевтонского ордена. Затем он остался на территории Польши, затем они мигрировали южнее в Россию. Там было сложное территориальное разделение, постоянные войны, 16, 17, 18, ну и, наконец, в 18 в конце 18 века это твердо стало частью Российской империи. Ну, а дальше вот сложилось так, как сложилось. Ну, кое-что интуитивно уже чувствовалось. В воздухе носились некие веяния. Все-таки я учился в Московском институте. Это был один из наиболее фрондирующих студенческих коллективов. Тогда это был институт связи, но связистые информационные технологии, они только начали приходить в нашу жизнь. Это при мне происходило. И ребята были очень продвинутые, как модно сейчас выражаться. Многие из тех, чьи фамилии вы знаете, вот я увидел в библиотеке вечер памяти Высоцкого. А Высоцкий был у нас в общежитии, был несколько раз, оставался ночевать в нашем общежитии. Другие люди. Это была интересная эпоха, это брожение мысли. А если вернуться к социологии, да, как специалисту мне кое-что было заметно, известно, и мои руководители поощряли мое изучение и подсказывали. Но это было. А есть тенденции, которые совершенно очевидно заметны и сейчас. И я об этом высказался, может быть, вскользь на встрече с моими уважаемыми читателями библиотеки. Меня волнует два направления. Первое направление, значит, оно связано с тем, что любые действия лидера или власти в широком смысле всегда несут за собой какие-то социальные воздействия, они приводят к неким социальным последствиям. Любые. Слово, полуслово, намек, жест всегда отражается в качестве изменения социального мира вокруг тебя. С этим надо считаться. Надо понимать, какой серьезный инструмент дан руководителям. Я не убежден, что вот в России, в Абхазии, в других странах это хорошо учитывается. Потому что совершенно очевидно заметны некие сдвиги, которые вызывают настороженность. О чем идет речь? Ну, скажем прямо, здесь существенно изменился состав, демографический состав, этнический состав, социальный состав. Часть этносов резко уменьшила свое присутствие. Часть эмигрировали по тем или иным причинам. Произошли изменения в структуре. Ну, не секрет, что очень много интеллигенции выехало. Это все тревожно, это настораживает. Я не говорю, что это плохо или что это хорошо. Я говорю, что это данность. Это надо внимательно изучать. И надо на 3 шага вперед проектировать свои действия. А чем чревато игнорирование подобных фактов? Ну, во-первых, сейчас то, о чем я упомянул, приводит к тому, что формируется новая нация. Это новая Абхазия. Это не та Абхазия, которая была 1000 лет назад или 2000 лет назад. Совершенно новое государство. И вообще это второй случай в долгой истории Абхазии, где народ стал носителем неких суверенных элементов. 20-е и 30-е годы, затем это дело прихлопнули КГБшной мухобойкой. И теперь, когда народ не дал отнять эти права, и он живет ими, но это формирует нацию. Это формирует... Что такое нация? Это не только изменение языкового содержания. Это не только изменение ценностей, но хотя это базовые вещи. Ценности формирует народ. Один этнос – это не народ.
Сумма этносов – это тоже не народ, потому что должна быть какая-то культурная база, на чем развивается общество. Ценности, социальные нормы, взгляды. И главное – проектирование будущего. Если все думают в одном направлении, да никакой руководитель в стране не нужен. Народ сам будет развиваться так, как он убежден. Я привел пример. В 1992 году в Абхазии не было армии ни одного человека. Вообще структуры такой не было. Значит, народ нашел в себе вот эти взгляды общие, и в течение короткого периода он создал армию. Он добился победы, потому что это была общенародная задача, а не задача, которая прокламировалась в газетах. Законы, они объективно действуют везде. В малом сообществе, в семье. И в огромном сообществе, скажем, Европейский Союз, примерно одинаково действует. Последствия, может быть, разные по масштабам, но по динамике они примерно одинаковые. Поэтому меня стало волновать второе обстоятельство. Интенсивная мифологизация общества. Создается история так, как кажется автору. Очень легкомысленное отношение к науке. Я уважаю своих коллег, абхазских ученых, я очень многих знаю, долгие годы, десятилетия. У них великие открытия, у них глубокие мысли. Я горжусь тем, что мне пришлось быть очень близким с Георгием Алексеевичем Дзидзария и Зуравом Януровичем Анчабадзе. Вообще мы работали вместе практически. Это были великие люди. Сагария могу вспомнить, недооцененные ныне. Но они работали по первоисточникам, десятилетиями. Они готовили труды и методики, привязанные к этносу, годами. Поэтому очень легко подходить нельзя. Конечно, проще пойти по пути мифологизации, создать мифы о вчерашнем дне, о позавчерашнем дне, придумать, как мы жили в 19-м, 18-м. Очень многие мифы зародились в советское время, когда их просто продавливали с помощью мощной машины КПСС и его боевого подразделения в городе Тбилиси. Поэтому все это накопилось. Надо очищать историю. Потому что история – это наша душа, это память. Ну, как человек физиологически должен быть чист, он душевно должен быть чист. Надо вот это все приводить, не торопиться писать учебники по тем мыслям, которые не подтверждены фактологией. Наука – вещь серьезная, строгая, и она рассчитана на столетия. Вот такая легкость в отношении к науке меня несколько настораживает, скажем так. Идет война, идеологическая война, жестокая, абсолютно бессердечная война. И те, кто ее затеял, они ни на секунду не задумаются, если надо уничтожить народ, уничтожить не физически. Это не самое страшное. Самое страшное, когда народ ассимилируется, растворяется, меняет свои ценности и начинает исповедовать образ мысли, который раньше ему не принадлежал. Вы знаете, что костел осветили, открыли? Казалось бы, Нет, не знаете, потому что мало кто знал. Хорошее дело. Здесь есть католики, здесь остались католики. Но приехали освещать один епископ Ватикана. Даже в таком тонком деле, как религия, заинтересованные силы попытались взять под контроль. Это маленький пример к тому, что все пытаются контролировать ум, душу, взгляды и воспитание. Много детей. В Абхазии появилось много детей. Это радует.
Я имею в виду маленьких детей. Это значит, молодежь поверила в будущее, создает семьи, заводит детей. Это прекрасно. Как воспитывать этих детей? Какие методики? Какие воспитатели? Какие структуры? Это социальная инфраструктура должна этим заниматься. Кто-то сегодня создал семью и задумался о рождении ребенка, значит, уже должна готовиться программа на 20 лет вперед сопровождения этого малыша, юношу или девушку и взрослого человека. Увы, это я не вижу. Мой сын, еще когда был жив, он очень увлекался. Ну, вот вообще он хороший художник. После его смерти прошла посмертная выставка в Институте искусствознания. Это высокое признание, высокий уровень. Его галереи, там вот были наши знакомые, друзья из Абхазии, очень высоко оценили его творчество. И он, в частности, увлекался японской живописью. Ну, тогда это было где-то и влияние моды. Тогда пошла серия публикаций, серия в фильмах о 47 самураев. Ну, вы знаете этот период, 50-е годы. Потом мне рассказал, ты знаешь, я видел настоящую гравюру там у кого-то из друзей, автор Куниёси, известный японский график начала 19 века, очень своеобразный, с трагической судьбой, но талантливый безмерно. Он придумал выпускать вот эти гравюры. Во-первых, они многокрасочные. Во-вторых, они содержат текст, который написал другой японский гений, поэт. И он излагал сюжет, изложенный на этом гравюре в стихах. Все это на древнеяпонском языке. Я заинтересовался. Но я коллекционер все-таки, я знаю, откуда идут потоки. Так получилось, что долгий период, конечно, когда не стало нашего сына, через месяц на аукционе Сотбис я выиграл и получил лот с последним листом. У меня 55 листов, то есть полная серия, полная, включая 55-ю. Это сюжет, который он писал еще до создания серии на эту же тему. Это как черновик, что ли. Ну, вот так получилось. Выставка демонстрировалась в музее Пушкина в Москве. Был грандиозный успех. Это 2 месяца. Зимой, в январь-декабрь, очередь стояла почти от метро. Люди в мороз стояли, чтобы попасть на выставку. Это, конечно, было нечто. Я был в Японии, наблюдал все, смотрел. Ну, во-первых, чем-то японцы напоминают абхазцев. У них культ этики. Культ этики для японцев примерно то, что апсуара здесь, или хабзе у адыгов. У них высокое понятие чести. Это даже не закрытость. Они берегли честь семьи, своего домена, своей этнической общности и всего японского народа. Хотя, в общем, народ у них тоже, как и здесь в Абхазии, формировался из разных групп этнических. Потом японцы – это не совсем закрытая культура, потому что японцы – это часть китайской культуры. Китайцы, как более развитые, более длительная цивилизация, принесли свои
взгляды, наработки, культурные достижения в Японии. А далее японцы творчески использовали это, все развивали. Им не нужно было, они не закрывались. Их собственный сок, о котором вы сказали, он был вполне плодороден и на сегодняшний день вполне удовлетворяет Японию. Они всегда открыты, они легко принимают инородное, чужеродное, но при этом очень осторожно внедряют. Японец так просто не перейдет на какие-то чужие стандарты жизни. Он несколько раз подумает. Это два разных образа. Здесь известен газетный, не хочу никого обидеть и прежде всего вас, журналистский образ, созданный в 60-х, правильный образ правильного борца. Обратите внимание, Нестор Аполлоныч никогда не был партийным лидером. У него судьба страшная, жестокая, его семьи и его самого. В каждой абхазской семье можно назвать человека, который пострадал, был расстрелян. Значит, много чего происходило, я не хочу пересказывать все то, что известно и без меня, но Нестор Аполлонович смог противостоять этому движению целых 1,5 десятка лет. Это мужество, это дальнозоркость, это перспективное мышление, это гениальные... Он же не был высокообразованный человек, но представьте уровень знаний, который он получал в церковно-приходской школе в Новом Афоне, училище, которое он здесь, на Северном Кавказе, курсы, которые он проходил, и все. Это базовое образование дало ему такие фундаментальные основания для глубоких анализов и для перспективных выводов. Он смог продержаться. Но против лома нет приема. У меня есть уникальные материалы. Об этом забыли, об этом как-то вот в литературе я даже и не читал. Был переломный момент 28 года. Дело абхазских товарищей. Так называлась папка, которая лежит у меня сейчас. Так называлось дело шумное против абхазской партийной организации. Таких дел было два. Было дело абхазских товарищей и было дело Менгрельской парторганизации. Это было, как бы объяснить, такое нежное держание руководителя Абхазии за горло. Чуть что, пальцы смыкались. Иногда они размыкались, и тогда делалось предложение, от которого невозможно отказаться. Я люблю жить, я люблю жизнь. Мне интересно это все. Мне интересно драться, мне интересно побеждать. Ну, иногда бывает интересно даже получить по морде от кого-то, от оппонента, от ученого, который говорит, ну, глупость. И аргументированно доказывает, что я не прав. Тогда я злюсь, возвращаюсь назад, изучаю это и вновь иду. Нельзя стоять. Вы говорите, интересное время. Но в это же самое время люди сидели в домах, ничего не видели, не слышали и прозевали все. Каждое время интересное. А не было интересное время, когда здесь вот мне выпала судьба быть руководителем кампании по сносу бараков в Сухуми. Мы построили 150 тысяч квадратных метров жилья за 2 года. Для Абхазии это, я не знаю, но сейчас строится 1 год. 1 дом в год, не более. Это было сделано. Это 8,5 тысяч семей сухумчан получили жилье. Мало кто это помнит. Хотя мне пришлось потом уже вот после отъезда отсюда встречать людей в Израиле, в Москве. Это трогает. Вот вы дали мне квартиру, я никогда не забуду, я плакал. Ну да, наверное, откуда ж я помню, что вручал ордер кому-то. Это дорогого стоит.
Было трудно, но вот такие моменты, они как бы перечеркивают все то, что хорошее. Нельзя сдаваться, надо постоянно двигаться вперед.